Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Мир вам и милость Аллаха. Приветствую вас на очередном подкасте. Сегодня у нас в гостях лауреат международной премии «Врач мира», человек года, меценат, мастер спорта по самбо из Дзюдо СССР, писатель, известный хирург. И все это в одном лице. Уважаемый и известный в мире доктор Хасан Баиев. Хасан, Умар Шволем. Ты вышел на связь, сказал, что ты приехал и что ты готов записаться. Несмотря на то, что у тебя график такой занятый, это показывает, насколько ты все-таки простой человек в плане того, что до тебя можно достучаться, до тебя можно дозвониться, что ты открытый человек. Это одна из хороших твоих качеств, которые я уважаю людям. Аллах рейсума Хасан. Наш канал вообще на самом деле посвящен истории чеченского народа. И, несомненно, ты являешься частью этого народа и являешься одним из достойнейших сынов этого народа. Я видел, что ты давал разные интервью разным людям. В разных направлениях каналы были. И, соответственно, я подумал, наверное, значительное будет для Хасана все-таки рассказать свою историю на канале, где занимается именно о истории чеченского народа, о героях ее и о даймуахе. И, соответственно, я очень рад и буду с большой гордостью рассказывать, задавать тебе несколько вопросов насчет твоей жизни. И, соответственно, чтобы наша аудитория увидела и подрастающее поколение увидело, услышало твою историю из твоих уст. Мы, пожалуй, начнем, но перед началом я бы хотел сделать, так сказать, маленькое пояснение для наших зрителей. У нас, у чеченцев, когда мы обращаемся к старшим, к младшим, у нас нет обращения на «вы». У нас всегда обращение идет на «ты». Соответственно, это, если между людьми, у нас считается более как дистанция, которые близкие люди. Поэтому мы обращаемся на «ты». Просим понять русскоязычную аудиторию, когда я буду обращаться к Хасану на «ты». Тем более Хасан сам говорил, что он не позволяет своим пациентам обращаться к нему по отчеству, потому что это все-таки как будто у них перед ними дистанция и так далее. Это менталитет чеченского народа. Соответственно, мы находимся на канале Нохчи Фильмс, где рассказывается об истории героев чеченского народа и о чеченцах. Поэтому мы не будем отходить от нашего менталитета. Итак, я хочу привести слова Хасан, имама Аль-Кутари, который, рахимахуллах, сказал: «Нет жизни для нации, забывшей свое прошлое». Ты сам говорил в некоторых интервью, что истории, которые ты рассказываешь, это часть твоей жизни. Это часть истории общего народа. Соответственно, ее забыть невозможно. И сегодня мы коснемся, значимой части, которую ты нам расскажешь и поведаешь нам. Я понимаю, что ты десятки и десятки интервью давал, что, наверное, ты уже устал, что тебя каждый раз приглашают. Хасан, я начну с того, что твоя многолетняя самоотверженная работа по спасению детей и возвращению им улыбок вызывает огромное уважение. Ты много лет проводишь благотворительные операции детям, которые называются, в народе «заячья губа», но это расщелина губы, небо, если я не ошибаюсь, да? Да. Ты являешься директором и основателем международного фонда «Дарим улыбку». Да. В последние, если я не ошибаюсь, произошла акция в Красноярске, благотворительная, да? До этого в Нальчике, потом первая была в Узбекистане. В дальнейшем какие-нибудь собираетесь вы дальше делать акции в других регионах? И как у вас построен план работы? Вообще, благотворительностью я занимаюсь, начиная с 2003 года. Угу. Еще в Бостоне у меня был этот фонд, международный фонд «Помощь детям Чечни». Но этот фонд помогал не только детям Чечни, мы, в принципе, помогали по всему миру. Вот. Ну, и я работал с организацией, это Operation Smile, это как бы операция «Улыбка». Я с ними работал, начиная с 2006 года. И 2 года тому назад я организовал свой международный благотворительный фонд «Дарим улыбку». Поэтому мы, в Чечне я 7-8 или, если не 10, провел акции каждый год по традиции. И мы не только оперировали детей с расширенным, из другой патологии, не только наших детей из Чечни, мы охватывали весь Северный Кавказ, начиная с Дагестана, кончая Адыгей. Потом мы и меня пригласили в Узбекистан,
Мы там прооперировали 40 детей, ну, около 100 детей мы проконсультировали, там, давали рекомендации. Значит, потом вторая акция у нас была, значит, в Нальчике. Вот, то же самое прооперировали. Ну, за 45, что ли, детей мы прооперировали. И потом, и последняя наша вот, миссия была в Красноярске, где провели 47 операций. Вот, потому что я, как губернатор вот, края, увидел по центральному телевидению, был репортаж. И он меня так заочно знал и сказал, почему он, наш красноярец, не проводит у нас в Красноярске. Вот. И меня, этот замгубернатора ушел на меня, и я сказал, давно мечтаю провести акцию, потому что я считаю, что Красноярск – это как бы вот, вторая родина моя. И вот формировали такую большую международную команду. Вот, и поехали, прооперировали, провели 47 операций. Вот. Но массе, конечно, мы уделяем всегда первый приоритет, отдаем эти дети, брошенные в детдомах. Второе – это сироты и малоимущие. Вот. Конечно, для них это большой такой, скажем, шанс, потому что здесь нет никакой бюрократии. Мы заранее посылаем перечень анализов, перечень документов, которые они должны иметь при себе. Заранее мы отбираем этих детей предварительно, а окончательно это уже во время вот, миссии, когда мы приводим, потому что у нас как бы консилиум вот, хирургов, и анестезиологов, и педиатров, и мы уже отбираем уже окончательно. Конечно, те дети, которые с этой патологией, бывает сопутствующие целый букет заболеваний, и, значит, мы не имеем права 1% даже рисковать. И мы говорим, что на следующую вот нашу миссию подготовьте ребенка, даем рекомендации, дополнительно говорим, какие нужны обследования, лечение и так далее, и так далее. И, в принципе, они попадают на следующую миссию, которую мы проводим на Северном Кавказе. Поэтому имею очень большой опыт и прооперировано вот только на Северном Кавказе, я скажу, вот начиная с 2007 года прооперировано, если взять вот мои акции, которые я вместе, если взять, ну, 3500 это точно. Это большая цифра, это большое достижение. Да. Да воздаст Аллах благом, Хасан. Действительно, вы проделали огромную работу. И то, что я хочу заметить, эта акция, она абсолютно бесплатная. То есть, люди не платят за это деньги. И это огромная помощь людям, которые не имеют возможности, да, финансово. И, соответственно, вы проделали в действительности ту работу, которую мало кто способен сделать. Я желаю также дальнейшего успеха вам в этом, чтобы Аллах помог вам в вашем продвижении в благоугодном деле. Хасан, вот что меня еще интересует. Вот твоя история стала известна. Люди о тебе говорят, интервью, пишут, статьи, хотят с тобой сфоткаться. Я недавно прочитал один комментарий, где человек пишет следующее. За 40 лет своей жизни я ни с одним человеком не сфоткался, он говорит. Но я бы хотел бы сфоткаться с Хасаном Баиловым и просто обнять этого человека, и он, как он сказал, плакать вместе с ним. Вот человек вот такое пишет, например. Эта информация, вот когда ты читаешь эти комментарии, много людей все равно ты видишь, как они благодарны тебе. Вот эта известность, на которой, как сказать в хорошем, добром слове, обрушилась на тебя. Как ты с ней справляешься? И вообще вот таких людей, как я, которые тебе пишут, их же огромное количество будет, скорее всего. Вот как ты справляешься с этим? Ну, во-первых, честно сказать, я вообще не люблю читать комментарии про себя. Вот.
Но единственное, я знаю, что если я куда-то поехал, вот, и, если я встретил, ну, на улице или, или в кафе где-то, вот я вот тогда как бы вот чувствую вот это вот отношение людей. Вот. И, ну, я считаю, это нормально. Это вот когда человек, ну, если они уважают или уделяют свое внимание, и я считаю, это, в принципе, нормально, и никогда этим я как бы... Вот, самое главное, я считаю, это нормально. Люди просто дают... понять, что ты им дорог. Дань и уважение, вот и все. Да, Хасан, но дело в том, что просто как ты легко относишься, имеется в виду с благодарностью людям, и ты не закрываешься. Бывают люди, которые как будто люди им должны, вот мы знаменитые, вы что, ребята, ну становитесь, как в армии, да, передо мной и так далее. У тебя нету такого в отношении, как ты реагируешь, твоя простота, она и тянет, скорее всего, к тебе. Она одна из составляющих, я думаю, частей, которые люди в тебе замечают. Хасан, перейдя вообще к теме о семье, я бы хотел вот спросить тебя, какие, по твоему мнению, главные ценности привили тебе твои родители? Вот главные для тебя ценности в жизни, которым они тебя научили. Ну, я думаю, что ну, в принципе, в каждой чеченской семье вот с детства нас всегда учили быть трудолюбивыми, быть честным, уважать старших, уважать женщину, девушку и так далее. Вот. И это происходило в каждой чеченской семье, чтобы, если человек нуждается в помощи, чтобы мы не проходили мимо. Ну, у всех у нас в семье было вот такое воспитание. Вот. И самое главное, нас всегда учили быть терпеливыми, собор. Это одно из главных качеств, конечно, чтобы быть терпеливыми. Я когда смотрел твое интервью, ты очень лестно и хорошо, естественно, как и должно быть, отзывался о своих родителях. То, что меня затронуло, то, что ваш отец также бесплатно лечил людей. Да. Он лечебными травами, да, он был специалистом в этом. У нас тоже в семье, ну, я думаю, в основном у чеченцев в семье такое бывает, что отец мало там хвалит, там, у нас никогда такого не было. У нас единственное, когда в семье заходишь, там, дедик дойл, да, все уже, короче, дальше уже ты... Я поэтому говорю, что в каждой чеченской семье было воспитание, воспитывали всех одинаково, потому что я за свою сознательную жизнь, я не помню, чтобы... Вот он мой адрес сказал вот одно красивое слово. Вот, и такое вот было строгая дистанция. Вот. Наша менталитет. Да, как, мы только утром говорили доброе утро или добрый день. Вот, и поэтому, да, вот это вот нас с детства учили именно к обычаям, традициям, нашим адатам. Да. Вот, нас воспитывали вот так. Поэтому воспитывали нас вот таким... Почему? Потому что нас не готовили никогда легкой жизни. Нас всегда наши предки и вообще отцы нас готовили к трудной жизни, нелегкой жизни. Поэтому нас и воспитывали вот так, давали воспитание. И возвращаясь к твоему отцу, Асан, да воздаст ему Аллах благом, да помилует его Аллах, мать тоже. Отец твой, я думаю, что вот тебе передалось это, то, что он тоже занимался благотворительностью и любовь, потому что ты хочешь помогать людям. Все-таки, я думаю, эта часть тоже от отца к тебе перешла. Насчет мамы, которая для нас является очень важным человеком в жизни, я тоже спрошу тебя, но правда ли, что тебе приходилось оперировать даже животных вообще?
Ну, во время войны, да. Во время войны. Я оперировал, и лошадь оперировал, потому что этот лошадь, который все время, в принципе, участвовал на соревнованиях. Вот, это непростой такой лошадь был, а именно который участвовал на разных соревнованиях, выигрывал какие-то призы и так далее. Ну и в то же время, конечно, оперировал и корову, вот. Хотя вот, во время войны они тоже, животные, становились жертвами. Те же кошки, собаки, лошади, коровы и так далее. Вот, поэтому, ну, это очень редко было, потому что тут ты не успевал оперировать людей, и если ты будешь заниматься животными, просто у тебя физически не хватит времени. Опыт имеется в любом случае. Хасан, вот перейдя к твоей врачебной деятельности, помнишь ли ты свою первую серьезную операцию? Вот что ты чувствовал, когда ты подходил впервые к серьезной операции, к операционному столу? Да, я помню. Это вот что удивительно. Вот первая серьезная операция у меня была в Красноярске. Привезли охотника, который из двухстволки, что ли, выстрелили, перепутали это самое. Он, оказывается, спрятался за кустами. Они думали, что какой-то зверь. Взяли своего товарища, выстрелили и полностью это самое разнесли лицо, огромный дефект лица. И это был выходной день, а я как раз дежурил. Вот, я тогда был в ординатуре. Вот, то есть интернатуре я был тогда. Ну, и, конечно, там обильное кровотечение, и у меня не было такого опыта. Но хорошо, что со мной была операционная сестра, которая с большим стажем. Конечно, я был в панике. Вот, потому что острые края, вот, травмировали сосуды, и обильное было кровотечение. Вот. И она меня успокоила. Вот, как-то вот. И она говорит: Хасан, вот здесь надо сделать так, вот здесь надо сделать так. Вот. Я ее внимательно слушал, и она меня успокаивала. Я уже на самом деле успокоился, уже сосредоточился, остановил кровотечение. Вот. Но в любом случае оказал первую помощь, вот, потому что там, конечно, сразу огромный и костный дефект, и дефект тканей. Вот. Но тут самое главное, это надо было остановить кровотечение. И почистить рану, и перевязать, потому что вся рана инфицированная. Вот, и потом уже в последующем уже надо было оперировать. Что, по-твоему, является главное качество для врача? Самое главное качество, какое ты выделишь? Самое главное качество врача, конечно, это надо быть честным. Честным, и надо правильно ставить диагноз. И в то же время должен быть милосердным. Также должен за каждого пациента надо болеть. Вот, ну и, конечно, терпение. Я думаю, более чем достаточно ответ развернутый. Не знаю, Хасан, знаешь ли ты? Ну, так как я прочитал один комментарий, потому что тоже отзывчивый человек, там было написано: кто-нибудь может передать ему привет, доктору Хасану Терского, я извиняюсь заранее, если я неправильно сделал ударение, Терского или Терского, Мария Ивановна. Говорят, что она у тебя принимала экзамен по физике. И вот она через своего сына передает тебе привет. Я ее помню. Помнишь? Да. Вот, миссию, скорее всего, я выполнил. Я передаю привет от вас Хасану Баиеву. От меня тоже большой привет. Я ее на самом деле помню. Очень приятная,
очень интеллигентная, она запомнилась мне. Вот. Такая обаятельная, вот, красивая была преподавательница. Извиняюсь, это в Красноярске она преподавала? Красноярске, это, да? Она или физику, или математику. Физика написано. Физика, да. Вот физику, да. Я вот помню ее. Так что вот Хасан не забыл вас. В общем, Хасан учился в Красноярске в студенческие годы. Как он рассказывал в одном из интервью, ты брал, Хасан, сумку с спортивным, да, аббревиатурой, одеждой, а также в другой сумке у тебя были книги, и ты занимался в поезде, в самолете, когда ездил, догонял тех людей, которые уже вперед пошли в университете. Вот если бы поставить спорт, медицина, твой выбор. Но в то время, когда я учился, конечно, это я занимался очень серьезно, вот, но спорт в моей жизни, конечно, сыграл очень большую роль. Потому что спорт на самом деле воспитывает человека, воспитывает характер, дисциплину. И в моей жизни вообще сыграл большую роль спорт. Вот. А так, конечно, я выбрал медицину. Помощь все-таки людям оказывать, это ценнее. Конечно. Спорт – это, скажем, временное, да, а медицина – это уже все. Это на всю жизнь твоя профессия. Хасан, я сам являюсь дитя войны. Я из села Сержень-Юрт. У нас были ожесточенные бои. И я помню, как села потом введено 3 месяца у нас бомбили, разрушили полное село. Потом мы поехали в Веденов, там подвалы. Я помню, как я 5-летний, 6-летний возраста мальчик, я 90-го года, когда я застал первую, было 4 года. И я даже очень отчетливо помню некоторые картины. Когда вот даже вот бывает, приходили к нам люди с автоматами, так играли со мной там, когда мы в подвалах, вот самолет, кричат люди, мы в бункер уходили, введено был большой бункер такой, база там была, это не был наш дом, нас просто туда приютили, и мы туда заходили. Это ужасная картина, я сам свидетель этого, и, соответственно, я понимаю, когда эта тема поднимается, насколько это больно. Ты приехал, когда ты был в Москве уже успешным врачом, но ты не решился остаться там. Для меня это является одним из, для себя подчеркнул, одним из героических поступков твоих. Я бы хотел начать с того, что я снял документальный фильм «Город-герой Грозный», где показал 3 периода нашего города Грозный. Это довоенный, военный и послевоенный. И Хасан, он выиграл одним из международных фестивалей призовое место. И когда его показывали вот молодежи, да, там забитый зал, и когда мы пересматривали съемки, в каждом показе я находил людей, молодежь имеется в виду, которая почти не видела войны. Находил людей, которые плакали. Девушки, там у них слезы и так далее. Это очень сложная тема, очень сложная. Но это одна из самых неотъемлемых частей нашего народа. Все-таки она нас преследует, все-таки она с нами живет, и отнимать ее невозможно. У тебя была студенческая работа, которая была посвящена огнестрельным ранениям головы и шеи в мирное время. А пришлось эти знания применять уже в военное время. Вот так непредсказуема жизнь. И вот самые трудные моменты войны, когда вокруг тебя была смерть, боль, и как будто силы были на исходе. Вот на что ты опирался, Хасан? Что было тем стержнем или той самой мыслью, которая не давала тебе сломаться и заставляла снова и снова идти к операционному столу? Со временем, да, человек вот, привыкает, любой ситуации идет такая адаптация, вот. Надо выживать, и как раз вот из моего опыта и из опыта моих коллег, которые были в Чечне, вот, мы быстро, наш мозг, он как-то переключается и привыкаем к той обстановке, в которой мы находимся. Вот. Поэтому часто у меня спрашивают, как ты мог вот там на улице вот слышно, как взрываются снаряды и так далее. Вот. Но на самом деле я не слышал это.
Почему? Потому что я весь уходил в свою работу, и я только видел своего пациента, все. Поэтому я думаю, если у человека будет страх, и просто-напросто он не сможет оперировать. Поэтому человек привыкает к всему. Поэтому это был конвейер, и у тебя даже физически просто не было времени думать о себе или там о близких и так далее. Потому что каждая минута, каждая секунда, это была человеческая жизнь. Хасан, я понимаю, что очень трудно вспоминать. Я ни в коем случае, мне, конечно, не хочется вызывать эти чувства. Мне самому трудно бывает, когда заходит... мы с тобой поймем, что это... по крайней мере, ты больше меня поймешь, конечно. Я там маленький тогда. Но, в общем, я тоже помню эту картину. Я помню... моя мама, кстати, передавала салам маршал тебе. Она говорила, когда узнала, что у меня будет с тобой интервью, она сказала, это человек... очень достойный, героический человек, она сказала. И то, что он вытерпел, и в действительности, как ты сказал, я отключался, как будто я не слышал звуки, я лишь был в процессе работы, потому что я не мог отвлекаться на эти звуки. У меня лежит человек при смерти, я должен работать. Это без каких-либо сомнений, помощь от Аллаха. Не каждому человеку Аллах дает такую силу. И чтобы в таких ситуациях ты рассказывал, как осколки взлетали, как крыши рядом взлетали, и ты в таких условиях работал. И моя задача, чтобы сохранить эту историю, чтобы понимать, что человеческий ресурс, человек, который работал в нечеловеческих условиях, Хасан, и чтобы люди ценили, чтобы люди знали, в каких условиях, через что мы прошли. И как раз я затронул тему матери, и я сказал, что мы вернемся к этой теме. Мне очень интересно, Хасан, что говорила тебе мама в период войны, когда ты занимался, делал операции? Что она тебе говорила? Конечно, это очень сложная тема. Когда ее сын в таких условиях, когда ее сын в любой момент может не вернуться домой, все-таки материнское сердце, Хасан, мы же понимаем с тобой, оно не как другие сердца. И мне интересно, как же повела себя мать сына героя, который помогал, лечил людей. Она на самом деле со мной прошла 2 войны. Yaşlıyorsun, daha yetim boyutsun. На ее глазах все происходило. Она же не уехала, она осталась. Это очень трудно, конечно. Поэтому как бы я не уговаривал ее, и она ни в какую она не уехала. Я думаю, это немало героический поступок, то, что она совершила. Аллах, это непростой поступок. Наши матеря, все равно они... словами не передать, через что они прошли. Словами не передать. У меня тоже молодая мама, она осталась, никуда не уехала. Она такие истории рассказывала, что когда зачистки шли, когда домой заходили, она стояла у окна, все, что под руки, была готова умереть, драться за семью. Она очень много помогала. И особенно первую войну. И
как бы я ни просил уехать, она вот категорически отказалась. Она говорила мне, намного будет легче рядом с тобой. Вот. И не смог ее убедить и отправить в Ингушетию, где была семья. Она не хотела оставлять тебя, Асан, поэтому Аллах Расул да воздаст ей Аллах благом. И действительно, в такие страшные дни остаться с сыном рядом, понимая, что он может, что она не сможет больше увидеть, имея опасность, это огромное мужество. Ну, а вторую войну, конечно, я ее не видел, неделями не видел. Вот, я мог, вот когда там какое-то затишье, 2 или 3 часа ночи, вот, она находилась в подвале, дом мой от госпиталя, приблизительно километр был. Вот. Но я знаю, что он все время ждала, и вот, конечно, ей было это сложно. Было сложно, и вот, но всегда, вот, конечно, мать, она мать, переживала, и госпиталь всегда отправляла сестру. Говорит, пойди посмотри, говорит. Как он там, да? Да. Поэтому... Ну, этот поступок сам показывает, Хасан, насколько она проявила характер. Не каждому дано такое. Пережить такое, это дорогого стоит. Я дань уважения отдаем ей, да, я что да, я там будет, да, лег карьялсмани лойлцин. Ну, это уже трудная тема, поэтому мы перейдем. Ты мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. Вот как спорт повлиял на твой характер и помог в дальнейшем, особенно в тяжелые годы войны? Ну, я всегда говорю, что вот этой нагрузкой, то, что я перенес, это вот как раз вот благодаря спорту. Потому что круглые сутки я спал 3 часа, я всегда это говорил. Остальное время я проводил за операционным столом. И, конечно, так как я был профессиональный спортсмен, я вынес эти нагрузки. Но я знаю точно, что если бы я не был бы физически подготовленный, конечно, эти нагрузки я бы не вынес бы. Вот. Поэтому я просто был подготовлен. В очень хорошей форме был. И поэтому... Потому что мои односельчане все время удивлялись, вот сейчас у него инфаркт будет, сейчас будет это. Ходили разные слухи, разговоры вокруг меня. Вот. Но он все выдержал. И вот, опять же, вот, я поэтому сказал, спорт сыграл большую роль в моей жизни. Поэтому... Вот. Хасан, Алхан-Кала – это твое родовое село. И, если я не ошибаюсь, ты оперировал на 5 населенных пунктов, где население примерно 100 тысяч человек. Да. С тобой были вначале побольше человек, потом, когда ты сказал, любой, кто хочет, может уйти, никто не будет никого обвинять, осуждать. Да. Вы можете уйти. И у вас потом осталось 6 медсестер и 1 стоматолог. Там 80. 80, извиняюсь. И со мной был... Он как раз... Сайд Мухаммад, он стоматолог, недалеко жил от этого госпиталя. И, конечно, круглые сутки он находился со мной рядом, ассистировал мне, помогал. Вот. Ну, также и помогали, у меня были волонтеры, 12 человек, которые выносили, заносили раненых, вот, помогали односельчане мои. Вот. И 8 медсестер. Вот.
Но получился, что мы на самом деле, вот войска двигались через Бакинскую трассу и потом еще через Закан, вот сверху, вот, и сверху, и снизу постоянно днем и ночью был обстрел, поэтому обстреливали то Алхан-Юр, то Кулари, то Алхан-Калу, и постоянно поток этих раненых, и было большое поступление. Поэтому это не то, что я из себя хочу какого-то героя строить. Нет, конечно. Но, конечно, эта война досталась всем моим коллегам. Вот. То же самое большое поступление было и в Гудюрмесе, и в Атагах, и в Урус-Мартане, и Ачхое, везде. Но просто получилось так, что именно я оказался в эпицентре, и один, потому что я знаю, что в других госпиталях были рядом и хирурги, и травматологи, и анестезиологи, и так далее. Вот. А так, конечно, она всем досталось. Очень погибли, выполняя свой профессиональный долг, погибли и доктора, и медсестры, и санитары на войне. Вот. Так что есть мои коллеги, действительно, которые очень достойно прошли эти две войны, тоже не уезжали, оставались в республике и рисковали своей жизнью каждый день и оперировали. Поэтому я всегда говорю, что она досталась нам всем. Хасан, я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать вообще, как сложилась судьба, если кратко. Можешь рассказать просто, держишь ли ты вообще связь с людьми, которые с тобой вместе оперировали, тебе ассистировали, помогали с этими людьми? Ну, мы иногда встречаемся, скажем, там, или на улице, или на похоронах, обычно как вот тогда. Но, конечно, раньше мы на самом деле собирались у меня дома, вот, но многие сейчас живут за пределом. Вот, они не живут в Алхан-Кале. Там есть сестры, которые они как бы были из другого района или из другого села, которые остались у нас. Вот. Поэтому, а так, конечно, мы всегда поддерживаем, звоним друг другу. И вот, я знаю, кто чем занимаемся. Вот. И когда мы, конечно, встречаемся, вспоминаем разные там моменты, шутим, смеемся и так далее. Вот, поэтому, конечно, всегда приятно видеть. Но это большая память, на самом деле, все-таки люди, которые с плечом к плечу прошли эту часть твоей жизни, они всегда встречаться с ними очень приятно, радостно, хоть и бывают, наверное, моменты, которые вам очень трудно вспоминать. Переходя к следующему вопросу от одной моей знакомой, которая, когда узнала, что я буду брать у тебя интервью, она сказала, где найти мне его книгу. Она говорит, я никак не могу найти эту книгу, скажи, как, спроси у него, где найти. Ну, и потом комплименты, там, что очень великий человек, что она очень уважает, и она хотела бы вот прочитать эту книгу. Вот «Клятва» или «Хирург под огнем», она, если я ошибаюсь, поправишь, 22 языка мира она переведена. Да. На русский язык пока что издание готово, но еще не вышла эта книга. Да? Не вышла. Но в скором ли времени вообще есть ли какие-то продвижения по этой теме? Ну, если честно сказать, конечно, этим надо заниматься, надо там много времени. Вот, потому что это не просто так, это колоссальная большая работа. Вот. Но, конечно, я думаю, что в будущем однозначно она выйдет на русском языке. Вот. И если, раньше, скажем, до этих санкций, все заказывали через amazon.com, да, там пишут доктор Хасан Баиев сразу. Вот, да. И я знаю очень многих, которые с Дагестана, с Осетии, с Чечни, которые вот
3-4 дня они получали книгу. Вот. Поэтому, ну, книга написана, у кого даже самый слабый английский язык, книга написана очень доступным языком. Вот, там сложного ничего нет абсолютно. У кого English normal, в общем, может, поймет. Написать эту книгу, что тебя побудило? Это ты написал для того, чтобы, так сказать, пережить травму, способ один из, да? Или ты хотел рассказать миру правду о войне? В каких условиях ты работал? Нет, на самом деле идея написать эту книгу, когда я в 2000 году уехал в Америку, я был как бы первый человек, который из этих событий выехал и оказался в Америке. Но на самом деле меня вывезли в Америку на реабилитацию. Вот. Все равно просто я попросил у моих коллег, когда они сказали, чем мы можем помочь, я сказал, что я как доктор прекрасно понимаю, что потом будут какие-то последствия, и я бы хотел пройти реабилитацию. Вот. И после этого, да, они через месяц, 1,5-2 они меня вывезли в Вашингтон. И там проходил я реабилитацию. И потом, когда уже более-менее я пришел в себя, меня начали приглашать в разные университеты, колледжи. И к моему удивлению, то, что студенты там учились со всего мира, они вообще не имели представления, где находится Чечня, вообще что происходит. Вообще, да. Мы дома думали, что весь мир знает. Это самое теперь, но на самом деле не знали. Вот. Но они знали, что есть Грузия, Азербайджан, Армения. Но они не знали, на самом деле, есть Северный Кавказ, республики, которые живут своей жизнью. Вот. И тогда просто после каждой встречи со студентами у меня оставался какой-то осадок. Как это? Почему? Вообще не знают, как это, не знают Северный Кавказ, там, не знают, что происходит вообще в Чечне и так далее. И после этого у меня появилась идея написать эту книгу и западным, и американским читателям дать возможность, что есть Северный Кавказ. И я как раз расписываю, начиная с Дагестана, Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставрополь. В общем, так я расписываю. Что у каждой свой язык, своя кухня. И просто я им дал, что Северный Кавказ как бы находится между Каспийским и Черным морем. Даже карту я заложил, чтобы у них было понятие, где находится Северный Кавказ. И дал возможность, и после, на самом деле, после тысячами я получал письма, и я понял, что я для них открыл какой-то новый мир где-то там. И, конечно, было очень интересно услышать на каждого человека, читая эту книгу, по-разному книга повлияла, да. Поэтому было интересно очень. Я тысячами получал эти письма. Конечно, физически я просто не успевал все эти письма читать. Но по конверту я понимал, от кого что я получил. И от многих звезд. И было интересно. И каждый отдел... доктора, мои коллеги, любили, когда я рассказывал, как нужно оперировать в экстремальных условиях, как надо выживать. Да? Другие, было интересно,
Там со слов отца я пишу про депортацию, да. Вот. Потом я пишу про свое детство. Студенческие года. В общем, про историю там. Вот. Поэтому каждому вот читать было интересно какой-то отдел. Они называют chapter. Вот, и это отдел. И они писали именно то, что выделяли, именно, что вот это мне понравилось. Вот, да. Ну, естественно, я там пишу про наши обычаи, традиции и так далее. Как у нас, какая роль женщины играет в чеченской семье, да? Какую роль играет отец, брат, сестра. Вот. Что такое кровная месть? Вот. И в деталях я все это описывал, чтобы они знали, чем мы живем, как мы живем. Вот. Поэтому, ну и, конечно, я на самом деле не знал, что будет она такая популярная, потому что вот за год выпускает, это New England, значит, туда ходит 5 штатов. Вот. И 5 штатов в год выходит 3000 книг. Ну, там и поэзия, разные. Да. 3000 этих книг, которые выходят, да, возможно, 2-3 книги будут востребованы, остальные книги, они пропадают, да, вот где-то там на полочке вот, остаются и не востребованы. Поэтому я попал в точку, вот, и книга стала действительно очень популярной, бестселлер называют. И Нью-Йорк Таймс, вот, газета, это номер 1, который американцы, у них утро начинается вот с газеты, быстро они пьют кофе, листают, и у них есть сзади есть специально отдел, где пишут, какие вышли книги и интересные, где они дают рекомендации вот, читателям. И как раз моя книга попала в Нью-Йорк Таймс, и там очень красиво они это сам, ну, написано было, да, хорошие рекомендации. Ну и, конечно, и сразу она уже разошлась. Поэтому вот я почему и, в принципе, написал. И, вот. Конечно, на это ушло 3 года. Днем и ночью я сидел над этой книгой. И была проведена очень большая работа. Со мной были соавторы. Это американцы Ник Данилов и Рут Данилова. Но их нету сейчас. Они вот год тому назад уже были в возрасте и ушли в этот самый иной мир. Вот. Но я им очень благодарен и за то, что они вот, проделали со мной большую колоссальную работу и на самом деле очень много помогли мне. Ну, Хасан, это дорогого стоит, то, что ты рассказал, что описывал через призму нашу историю, да, знакомую публику, совершенно для этих людей новую историю, потому что, как сказал, что они даже не знают о Северном Кавказе, и то, что у нас происходило, и, как ты сказал, chapter, да, для них это как глава, вот каждый человек для себя главу выделял. Припомнишь ли ты самая тяжелая операция, которую ты проводил в таких условиях? Ну, во-первых, каждая операция, которую проводили в этих условиях, на самом деле это был процесс выживания, когда я вот последние вот эти дни, вообще я мог утром одеть перчатку одну и работать несколько суток, да, потому что не было перчаток, а тут уже голыми руками ты работал, и самое страшное было, когда ты раны зашивал домашними нитками, а эти нитки, они острые, и раскромсали мне все эти пальцы, вот такой отек, уже руки не слушали. Вот. Уже от проведенных операций тебе уже на руках уже это самые раны,
Вот. И жуткая боль, вот, потому что каждый раз надо обрабатывать, и открытые эти раны все время сочились, кровили, и вот такой вот отекшие сильные руки уже не слушали. Это, Асан, конечно, это представить даже трудно. Вот на самом деле, слыша такие истории от тебя, я, как сказал уже, дитя войны, все равно тоже вспоминаю такие, не такие, конечно, ужасные моменты, как у тебя, но моменты, когда, да, с одной комнаты в другую комнату, в подвал быстро лежать и так далее. Все это вперемешку. И те условия, в которых ты работал, вот, несмотря на то, что у тебя руки порезаны, что, как ты сказал, медикаментов не хватает, перчаток не хватает, нужна сила воли, огромная сила воли. И, как ты сказал в начале нашего с тобой интервью, терпение. Да, Терпение. Вот да. сказать, ребята, все, я устал. Так, все, я выгорел, снять перчатки, я уезжаю, всем до свидания. Но я не знаю, вот, ну, есть же люди, которые уехали, они есть. Но ты остался. Я не осуждаю их, говорю. Не в каждого есть свой выбор. Я не осуждаю. Это было такое тяжелое время. Но остаться... Но на самом деле, я сказал, если вы надумаетесь уехать, любое время у меня не спрашивайте. Ни один. Вот. Я даже, честно сказать, был рад, что они уехали. Вот. Потому что это был огромный риск. Хасан Баиев за 2 чеченские компании проводит около 10 тысяч операций. 10 тысяч операций, не разделяя чеченцев, не разделяя русских федералов, которые зашли, приводят тебе раненого, ты не задаешь вопросы, лечишь, делаешь операции. Я вспомнил одну историю, либо я где-то вычитал, либо мне кто-то рассказывал, что в период Кавказской войны, когда русский офицер получил ранение в ногу, он к своему штабу, то есть, сказал, что он отправляет чеченцам на лечение ноги. В то время, как раз тебе, наверное, будет интересно, так как именно твой отец занимался этим, в то время чеченцы лечили ногу народной медициной, то есть травами. Угу. А русские врачи, имеются в виду, сразу в основном ампутировали. И этот офицер говорит, отправьте меня к чеченцам как гостя, который... да, предлагает, чтобы его лечили у чеченцев. И там сказано так, что приезжие, новые новобранцы, русские солдаты сказали, ты что, с ума сошел? Мы же только что с ними воевали. Ты же идешь к дикарям, врагам, ты что несешь? Этот офицер, сказал, видимо, ты новенький здесь. Если бы ты знал, что такое гостеприимство для чеченцев, и что они никогда в жизни меня и пальцем не тронут, если я выйду с ними на связь, как гость поеду к ним, скажу, что я не враг, или подниму там белый флаг, пойду, полечите меня, ты не знаешь этот народ. И в действительности, когда ты читаешь историю Чечни, ты видишь, что даже злейший враг, забывались обиды на некоторое время, принимали, если он приходил как гость, принимали его и не трогали, даже кровника. Вот, Хасан, вот если провести такую параллель, ты, не задавая вопросов, лечил этих людей раненых. Это человеческое отношение твое к этим людям. Зная, что эти люди сегодня, по приказам некоторых, но это люди, которые стреляют в твой народ. Вот как ты себе это объяснял? Ну, во-первых, скажем так, да, если мы раз затронули историю, во время Кавказской войны, даже воюющие стороны останавливали войну, и Пирогову давали возможность перейти в другую сторону и лечить и оперировать других. Поэтому я вообще считаю, что вот сегодня, да, врачей толкают, стараются привязать политику и так далее. Но на самом деле я считаю, что врачи, они должны быть вообще не в политике.
К ним не должно быть никакие претензии. Почему ты прооперировал вот это, вот это. Потому что доктор не имеет права сортировать. Я буду вот этого оперировать, а вот этого пускай умирает и так далее. Это, во-первых, я считаю, даже чисто даже вот по-человечески это негуманно, это некрасиво. Во время зачистки там, это самое... когда служили в армии, и знакомые, и друзья встречались. Вот, я помню, был башкир. Вот, он с поселка Кирова, как раз рядом же совсем, вот, с Алганкалой. И все время он на БМП привозил раненых. С Грозного привозил женщин, детей, там, стариков, молодых парней. А он федерал? Федерал. И он лейтенантом был, молодой парень, а мы с ним очень быстро нашли общий язык. Вот. Ну и в то же время он привозил и русских солдат, офицеров, потому что ночью передвигаться было очень опасно. Я оперировал, потом утром приезжали и забирали свой госпиталь. Вот. Поэтому... И были случаи, когда вот односельчане в тяжелейшем состоянии, вот, у меня наркоза не было, а там тяжелые, множественные осколочные ранения, и нужен был наркоз, нужен был условия, чтобы спасти. И я садился на этот БМП, на БТР, сколько раз я ездил в их госпиталь, сопровождал этих раненых. Даже так, да? Да, потому что и все говорили, слезай оттуда, ты сумасшедший, ты ненормальный. И вот. И когда а там как раз этот вот госпиталь, это из Санкт-Петербурга была вот бригада из военной академии. Я когда привозил, говорит, с начальником госпиталя, вот, мы хорошие наладили хорошие отношения, он говорил: Хасан, мы доктора, мы должны всем помогать, независимо, кто он, что он. Вот. И он тоже так же придерживался. И когда я прооперировали молодого парня, он приехал забирать свою семью и попал под обстрел, вот, в Грозном, и привезли это самое. Вот. И когда я думаю, оставить его тоже мне неудобно, и он говорит: Хасан, езжай, там дома будет переживать, а здесь я позабочусь, говорит, не переживай, говорит, вот. И на грузовой машине утром он меня через эти разбитые дороги, вот, и привозил меня на окраине села, усаживал, и это самое. Вот, поэтому там много было таких случаев. Вот, вот это вот о чем это показывает. Доктора, они должны быть не в политике. Мы должны помогать всем, кто нуждается в нашей помощи. Ты месту вспомнил историю про Пирогова, да, это известный врач, я читал некоторые отрывки его работы, известный врач во время Кавказской войны, он сам даже рассказывает прямо, что он лечил черкесов, чеченцев, дагестанцев, оперировал и так далее. Хасан, вот у меня будет следующий вопрос. У меня есть... Он старшего поколения, Окс Тагуиз, но он 2 раза становился чемпионом России по вольной борьбе. У меня с ним очень хорошие дружеские отношения. Я говорю дружеские, потому что я давно не видел такого человека, который относится к тебе как наравне. Окс Тагуиз, но он такой смышленный и так далее. Он рассказывает. Вот у меня будет вопрос, связанный с этим тоже. Во время войны, когда он оставался дома, он дома был, зачистка шла, заходят русские солдаты, там, в ботинках, все, грязь, короче, там, с грязью заходят, и видят, говорит, он к стенке, и он говорит, я остановился к стенке, и они видят фотографию, он чемпион России, там, и рядом стоят известные там русские, которые, да, спортсмены. Вот это. И так берет такую фотографию и говорит: так, это кто? Спрашивает.
это думает, он говорит, я-то думаю, что меня спрашивают, что это типа бандит или нет. Он говорит, он не бандит, короче, это вот этот, ваш русский и так далее. Так, я знаю, что это русский, а тебя, откуда ты его знаешь? Так, вместе, мы спортом занимались, я тоже чемпион России и так далее. И этот командир говорит, так, а ну быстро убрали за собой. Подметать, если что надо будет, скажешь нам, давай, короче, оказывается, ты его знаешь. И вот бывали ли такие случаи, что знали Хасана, и русские солдаты или офицеры, командиры пропускали то, что тебя знают? Вот как раз во время первой кампании, я, где сейчас тогда называли первый молсовхоз, называли, сейчас... Я думаю, старые еще до сих пор называют так. И там как раз утром мы ехали на работу, 9-ю горбольницу. Вот стоял пост. И как раз на этом посту была солдаты, большой пост, и стояли буряты. И с Красноярска солдаты. А у меня как раз паспорт, и там в паспорте была прописка город, Красноярск, улица Партизана Железняка, 1 там общежитие, где я жил. Вот. Раз он смотрит прописку, ты что, красноярец, что ли? Я говорю, да, жил там, я говорю, так и так. И махом мы нашли общие этих спортсменов. Да, там был у них, бурят был Будаев, чемпион мира. Я говорю, я его знаю там. И вот так пошло, и у нас оказались столько общих знакомых. Вот. И они все время, когда я ехал на работу, с работы, все время или картошку закажет, или колу закажет. Асан, конечно, много о чем есть поговорить, но к завершению несколько вопросов, не буду дальше томить. В 2000 году ты отправляешься, тебя перевозят в Соединенные Штаты Америки, и тебе уже нужен отдых, абсолютно заслуженно, потому что то, что ты пережил, и то, что в твоей жизни происходило, столько держаться, это тоже огромное количество сил было потрачено. Вот эта форма терапии, то, что ты вернулся, отправился в США, потом ты занялся там спортом, ты стал чемпионом, и вот по боям без правил, да, я знаю, что там отличались правила, чем не как сейчас. Вот это было ли для тебя это как форма терапии? Вот сколько периода тебе понадобилось, чтобы восстановиться? На самом деле я там начал заниматься дзюдо, и я много ездил и по самбо, да. Но на самом деле я начал чисто заниматься для себя. И в Бостоне я ходил, это Тохоку клуб, где собирались японцы, итальянцы, китайцы, с Бразилии, И мы начали это самое, тренировался. И у нас обычно как день борьбы проходили это. И все время без хвостостава, я их кидал японами. Но я понял одно, что, оказывается, советская школа была очень мощная, сильная. И мне они потом говорят, почему ты не выступаешь на соревнованиях? Я говорю, я уже в возрасте. Ты что, говорит, ты в хорошей форме, говорит. У нас здесь, говорит, в Америке, пока твои физические данные тебе позволяют, здесь и боксеры, и борьба, любой вид спорта занимаются, говорит, не надо это самое себя списывать. Я потом думаю, надо попробовать. Но в то же время я почему начал заниматься, чтобы это была для меня реабилитация. Чтобы у меня не было времени.
Вот. Чтобы отвлечься, да? Да, вот, чтобы я был все время занят. Вот. Ну, и первые мои соревнования, я помню, все молодые, там 23, кому 22, там, да, чемпионат штата Массачусетса. 5 схваток, 5 иппонов. Выиграл. Потом поехал на этот самый чемпионат Америки по самбо. Выиграл. Потом 2001 год поехал в Ницце. Вот, Франция. Да, Франция. В Ниццу поехал. Кубок мира. Вот, все молодые, мне даже их тренера подходили и говорили: слушай, ты в таком уже возрасте, ты не боишься что-то ломать и так далее. Я говорю, ну, ковер покажет. Вот. И был там швед один, он говорит, я привез очень сильного самбиста там. Я говорю, ну, поздравляю, я говорю, раз привез. Итоги там это самое 4-5 схваток я провел. Первый, правда, мне попался чемпион мира венесуэлец. 7-0 я у него выиграл. И потом, да, самый такой он был сильный, молодой, такой очень высокий. И, ну, итоги, короче, потом в третью схватку мне попал чемпион Франции по дзюдо, очень молодой, очень сильный был. Он у меня выигрывал, и в конце концов я собрался и это самое с крупным счетом у него выиграл. Потом сосредоточился, пришел в себя и конечно, полный зал, около 2000 зрителей с детьми, женщины, из Чечни были все, которые приехали поболеть, да, из соседних городов приехали за меня болеть. Ну, естественно, думаю, если я проиграю, какой-то позор, думаю. Люди пришли и... Вот. Ну, и в то же время это было тяжелое время, они только приехали, такой не все отошли от этого. Так и сразу видно было на их лицах вот эта трагедия войны. Вот. И итоги за выход в финал мне попался этот швед. Да. И за 3 секунды я его убрал. Короче, я выиграл. И что тренер сказал? Тренер ко мне подходит, говорит, стучит мне по плечу, говорит, слушай, говорит, есть этот самый русская поговорка, говорит, старый конь, говорит, борозду не портит. Поздравил меня и отошел. Поэтому на самом деле, опять же говорю, вот это прошло 13 лет, моей ноги не было на татами, там, на ковре, да, но оказывается, вот это вот вот эта память, значит, мышечная память, и вообще вот мозг. У меня такое ощущение было, когда я вернулся через 13 лет, как будто я не уходил с ковра. Вот честно, вот такое у меня было ощущение. Вот. Ну, конечно, я очень... без выходных я тренировался каждый день. Вот, бегал, тренажерный, там, и соблюдал диету, все. Вот, и очень много начал ездить и за границу. И, вот. Ну, опять же, я говорю, это для меня была очень хорошая реабилитация. Хасан, вот ты живешь, ну, на 3 города, если я не ошибаюсь. Бостон, Москва, Грозный. Ничего же не изменилось? Нет. Семья в Бостоне. В Бостоне, да. Вот, вопрос насчет семьи. Как ты их учишь для тех же, опять же, наших зрителей, которым, может, ты дашь совет, вот, какие установки ты даешь дома? Так, вот, чеченский язык, вот наша история. Как все это происходит? Ну, на самом деле, конечно, вот мы сегодня видим, да, что происходит в Европе там, или в Америке и так далее. Но, конечно, многое зависит от родителей. Вот. Я считаю, что каждый чеченец, который живет в Европе, вот, в Америке, где бы он ни находился, он у себя внутри должен создать маленькую Чечню. Это я имею в виду, что кухня. Вот. И самое главное, вот, чтобы родители разговаривали на своем родном языке. Вот. Чтобы, и надо
заставлять детей каждый день читать на чеченском языке. Хотя бы час. Вот. И в категорической форме я запрещал между собой, чтобы они разговаривали на английском. Потому что я их очень сильно наказывал. Вот. И с детства то, что вот в таком вот режиме вот, воспитывал и, ну, так же, как и нас воспитывали наши родители. Вот. Да. И вот это вот, когда держал на дистанцию, очень вот, жестко относился. Вот. И самое главное, не давал свободное время вообще. Я их всех возил с собой на тренировки. И на тренировку я сам тренировался, и всех их контролировал. Вот. И я говорю, обычно американцы любят общаться, да. И я на чеченском кричу, я говорю, что ты стоишь, разговариваешь? Ну, я что сделаю? Это самое, когда разговаривать, я говорю, тренируйся там. И постоянно вместе я их забирал на соревнования. И вот. Поэтому многое зависит от родителей. И когда... К сожалению, когда я видел вот, семьи, когда родители сами не умеют толком разговаривать на английском, но пытаются со своими детьми разговаривать, я говорю, слушай, они этому английскому языку, я говорю, и так научатся. Вот. Разговаривай со своими детьми на чеченском, я говорю. В общем, я думаю, что и потом мне дома ругают, говорит, почему ты куда бы ни пошел, все время свое, это самое, в гостях, это самое, все время делаешь им замечания. Я говорю, я не могу вот так равнодушно относиться. Вот. Я воспитан, да? Вот. Первый приоритет – это твой родной язык. Вот. А сейчас, конечно, они уже взрослые, уже кто закончил университет, работает, учится и так далее. Вот сейчас приезжают домой, и вот сейчас они говорят, сейчас вот мы понимаем, насколько важно знать свой родной язык. Я им всегда говорил, если не будете знать родной язык, какие вы чеченцы? Потому что в языке заложено адаты, наши законы, уважение к старшему, младшему. Все у нас упирается в языке. Если вы не будете знать свой родной язык, тогда что вы будете знать? Ну и самое главное, конечно, каждый год я отправлял домой на каникулы. Когда ты рассказываешь, это одно. Но обязательно они должны общаться с родственниками. Они должны видеть свадьбу, они должны видеть похороны. Они должны вот это взаимоотношение между людьми, вот, как у нас соблюдаются обычаи, традиции, адаты. Вот. Это тоже очень важно. Конечно, это бьет по карману, да, вот когда у тебя большая семья и надо покупать билеты, а билеты втридорого дорогие, конечно, но этого стоит. Те, которые по 10 лет не возили своих детей, это самое, они абсолютно, как бы ты все это ни рассказывал, вот, не говорил там, это бесполезно. Вот, нужен... Почувствовать, да? Да. Вот, они должны это видеть, и это очень сильно помогает. Вот поэтому, конечно, первый приоритет надо отдать своему родному языку. Хасан, благодарю тебя за то, что ты уделил внимание именно воспитанию своих детей на дух и менталитета чеченского, потому что это очень важно, когда семья живет за пределами Чечни, и когда родители не дают забывать корни, кто они, откуда и как, это очень важно. Не все так делают, но, альхамдулилля, большинство, по крайней мере, я думаю, что поступают именно так. Я задам один вопрос, и потом будет короткий несколько блиц-опросов. Один вопрос будет такой. Вот твоя жизнь. Это урок человечности в нечеловеческих условиях. Сегодня мир снова
как ты знаешь, в новостях, да, полон конфликтов, разобщенности. Что мы сможем сделать каждый день, чтобы вот вокруг мир становился хоть немного лучше? Твой совет. Как говорится на арабском, насиха, совет, твое обращение. Ну, я считаю, самое главное, любой ситуации, если человек оказался, да, вот, мы сегодня видим вот жестокость, да, вот эти русская община, там, другая община там останавливает других национальностей, приехали там чурки и так далее. Вот. Когда ты это все видишь, конечно, это неприятно, потому что был Советский Союз. Люди жили в мире. Никогда, куда бы ты ни поехал, ты чувствовал себя как у себя дома. Вот этого национализма не было. Вот. И мы не должны забывать, даже те же таджики, узбеки, киргизы, казахи, вот это, все воевали во время Советского Союза и очень много отдали свою жизнь за эту родину. А сегодня ты, чурка, уезжай, для тебя здесь нет места, почему вы приехали, почему... Вот это, когда видишь, конечно, тебя это расстраивает. Так не должно быть. Мы люди, мы, в конце концов, независимо от национальности, вероисповедания, мы в любой ситуации должны оставаться людьми. Мы должны уважать друг друга, ездить друг к другу гости. Вот. Вот эту ненависть надо убрать. В людях вот этого не должно быть. Мы должны, наоборот, помогать друг другу, поддерживать друг другу трудную минуту. Вот. И тогда мир станет лучше, красивее. И это очень важно. Это очень важно. Вот. Но, к сожалению, вот, сегодня просто куда-то выехать, ты все время какой-то вот тревожность. Но это же не дело. Напряжение, да. Вот. И ни в коем случае этого нельзя делать. Мы должны уважать друг друга. Мы настолько были дружелюбные, помогали друг другу, тренировались, ездили. Вот, и по сегодняшний день у нас остались вот такие отношения. Некоторые приезжали в гости в Чечню. Я туда езжу тоже. Вот. Поэтому в первую очередь мы должны уважать друг друга. Вот это вот. Ну и, конечно, вот чеченской молодежи я хочу сказать. Где бы вот они ни находились, да, вот, должны вести себя достойно. Не надо выделяться среди среди этих людей. Не надо ездить со своим уставом вот, чужую республику или чужой город. Вот. Если ты учишься, учись. Потому что какой-то ЧП, что-то происходит, все время, значит, он объявляет национальность, да, там дагестанец или чеченец, ингуш и так далее. Вот. Вот этого не должно быть. Вот. Если говорят национальность, пускай говорят в хорошем смысле. Вот. И каждый чеченец в войнах, я скажу так, вот, должен чувствовать ответственность. Потому что он представляет свою нацию. Конечно, согласен. Хасан, да воздаст Аллах благом. Тогда блиц-опрос. Короткий ответ по желанию, в общем. Самая большая радость в твоей работе? Я думаю, что это каждая проведенная операция успешна, и вот это и есть радость. Один из самых любимых твоих писателей?
Ну, я сказал бы Расул Гамзатов. Чему научила тебя война? Ну, уважать друг друга. Качество, которое ты больше всего ценишь в людях. Порядочность. Продолжи фразу. Настоящий врач никогда не... Но настоящий врач никогда не будет, скажем, обманывать и всегда готов помочь.